А в Таджикистане свой чудо-продукт. Здесь верят в целительную силу национального напитка чалоб. Он и жажду в жаркий день утолит, и принесет немалую пользу здоровью. Секрет национальной гордости кроется в комбинации лекарственных трав, которыми так богаты горные склоны Таджикистана. С мастерами чалоба встретился Сухроб Садулоев. Уже который год Гульбиби Холова продает на этой оживленной трассе чолоб – напиток из кислого молока с добавлением горных трав. Сезонный бизнес, в котором задействованы практически все члены семьи. Невестка готовит основу, взбивает загустевшую массу кислого молока, смешивает с зеленью и овощами, добавляет специи. Внуки подвозят родниковую воду и небольшие кусочки льда. Кроме свежей зелени, мы добавляем в напиток 7 видов сушеных трав и кореньев. Здесь и горная мята, и шалфей красный, и базилик, и петрушка, кинза. По желанию можем сделать поострее или добавить овощей, болгарский перец, помидоры или огурчики. От клиентов на трассе нет отбоя. Водители обязательно заворачивают на импровизированный рынок, чтобы взбодриться перед дальнейшим штурмом горного серпантина. Мы каждый раз проезжаем, останавливаемся и утоляем своей жаждой. Это же сплошные витамины. Просто замечательно. Вкусно, полезно и недорого. 4 месяца в году, с мая по август, Мулазухур Тохири проводит в горах. В живописном ущелье у подножия Зиравшанского хребта он занимается заготовкой лекарственных трав, в том числе и для чолоба. Народный целитель уверен, люди умирают не столько от болезней, сколько от неправильного лечения. И именно природа может подсказать рецепт долголетия и помочь человеку избавиться от многих недугов. На щеках ездим 6, 10, 15 километров, собираем с горах, привезем, высушиваем. Но это травы, потому что мы сами уже знаем технологию сбора, сушки используются. Эффект очень колоссальный, очень хорошо помогает людям. Народным целителям известно около 800 видов лекарственных трав и растений в Таджикистане. Из них в официальной медицине используется всего лишь 10-я часть, в то время как, по словам экспертов, в этих краях можно найти средства практически от любой хвори. В настоящее время Тохири работает над составом нескольких видов лечебного чая. По его мнению, лекарственные травы можно смело использовать не только как основу для чолоба, но и в домашней кухне. Главное знать, куда и что добавлять. Любой нормальный человек должен общаться с природой, знать хотя элементарные 30-40 травы. Через некоторое время с наступлением холодов торговцы чалобом покинут трассу. Заработанных за лето денег хватит, чтобы продержаться до следующего сезона. А весной надо будет вновь подниматься в горы на сбор трав для целебного напитка. Сухроб Садулоев, Фарумус Муминджанов, Первый канал, Таджикистан.